Закулисное волнение на сцене концертного зала «Металлург». Перед жюри стояла непростая задача в выборе победителя конкурса песен военных лет «Мы помним». Всего более 150 конкурсантов из разных районов республики. Из них 47 добрались до полуфинала. На финишной прямой оказались лишь 5 вокалистов и 7 ансамблей. Молодые таланты в возрасте от 14 до 25 лет исполнили «Смуглянку», «Темную ночь», «Белый снег войны» и другие песни. Без них бойцы во время войны не обходились в минуты затишья. Очень большая благодарность в первую очередь нашим ветеранам, в честь кого мы проводим это мероприятие. Мы их позвали на наш полуфинал. И на них было очень тяжело и больно смотреть, потому что они сидели и плакали, когда наши ребята, конкурсанты, пели песни. Мы планируем сделать этот конкурс более широкого масштаба, то есть он однозначно будет как минимум российский конкурс. Может быть даже международный. В первые дни отборочного тура прослушивания прошли 70 человек. Важные гости, ветераны Великой Отечественной войны, по достоинству оценили выступление ребят. Редко бывало, когда приезжали на фронт после войны даже уже артисты, а то обычно художественная самодеятельность. И эта самодеятельность нас выручала в этой части. На этих военных песнях военных лет мы все и выросли, и до сих пор мы их любим. Поэтому очень хорошо получился этот полуфинал, и очень хорошо они выступали все. Дипломантом первой степени стала Мадина Алборова. Юная вокалистка уже 4-й год профессионально занимается пением. Говорит, это большая честь выступать перед такой аудиторией, а именно перед ветеранами. Хочется выразить благодарность организаторам этого конкурса. Это не просто конкурс сегодня, это возможность поблагодарить и вспомнить наших ветеранов, вспомнить тех людей, которые воевали и которые отдавали свои жизни для нас, для нашего будущего. В номинации «Ансамблевое пение» лауреатами первой степени стал квартет «Браво». Второе место досталось трио, представлявших педагогический институт. Все финалисты получили памятные призы и дипломы участников. Рая Дзантьева, Фатима Макиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.